Молодая журналистка Валентина получила задание написать репортаж о Национальном центре медицины, которому исполнится 15 лет. Совместить приятную работу с полезной заботой о своем здоровье, как можно отказаться от такой возможности? Тем более, скупать килограммами лекарства в соседней аптеке и засматриваться телепередачами о здоровье вроде «Малахов плюс» – это не для нее. Лучше узнать о состоянии своего здоровья у специалистов и вовремя начать лечение, если понадобится. У центра есть одно странное свойство. Внутри он еще больше, чем снаружи. Вот послушайте официальные цифры. Национальный центр медицины состоит из 4 клинических центров, 45 специализированными отделениями, у которых 727 стационарных мест. Общая площадь 3 зданий медцентра, соединенных галереями, 96 250 квадратных метров. В Национальном центре медицины работают 500 врачей и 900 работников среднего медицинского персонала. Ежегодно около 20 тысяч человек получают стационарное лечение, а обследование и консультации получают уже около 50 тысяч человек. 9 тысяч операций, 1,5 миллиона разных анализов, 1200 родов. Да, Национальный центр медицины – это действительно центр всей медицины Якутии. Так, ну с чего же тебе нужно начать? Мне кажется, что тебе сначала надо установить диагноз. А это значит, надо идти в самое первое звено медцентра – в консультативно-диагностический центр. Твоя задача – проникнуть всюду и получить информацию. Надо как можно больше испытать на себе, да и заодно проверить твое состояние здоровья. Значит, надо, наверное, начать с анализов. Или нет? Надо идти к директору диагностического центра. Там и узнаем, с чего начать. Целью деятельности нашего центра консультативно-диагностического является оказание специализированной консультативной и диагностической помощи всему населению Республики Саха с использованием высокоинформативных медицинских технологий. Вообще в структуру консультативно-диагностического центра входит 23 подразделения. Существует большой блок консультативных подразделений и блок диагностических. Во второе окно завтра с 8 утра подойдете, возьмете талон, это чуть дальше. Мы находимся в нашей регистратуре клиника консультативного отдела. Валентина обнаружила потрясающие цифры. За 15 лет работы в стенах медицинского центра лечилось более 150 тысяч больных, а 350 тысяч человек посетили поликлинику медцентра. Каково? Почитай, большая часть жителей республики побывала, оказывается. За эти годы специалисты центра провели свыше 12 миллионов различных исследований. Врачи сделали свыше 900 тысяч операций, в том числе 22 тысячам детей. А родилось в стенах медцентра 10 тысяч детей. Это же население крупного поселка или маленького городка практически. Аида Николаевна, вот перед тем, как пациенту попасть на лечение, ему нужно установить диагноз. Значит, в первую очередь он попадает в ваше отделение. Да. Основными отдела являются оказание плановой консультативной медицинской помощи населению Республики Саха-Якутия с использованием высокотехнологических методов исследования. Основной поток, значит, самая большая обращаемость – это по северной группе улусов – Анабарский, Аллайховский и Венобатартайский улусы. Внутри медцентра есть и другие медицинские учреждения. С 2004 года здесь открыты филиалы научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Российской академии медицинских наук, НИИ трансплантологии и искусственных органов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Словом, сегодня в медцентре делают такие сложные операции, о которых мы раньше только слышали. Сделано за эти годы 1592 операции на сердце, а 773 из них прямо на открытом сердце. Наше отделение, само название за себя говорит, имеет 4 основных направления. Да? Это врожденные пороки, приобретенные пороки, ишемическая болезнь сердца и нарушение ритма сердца. По всем этим направлениям наше отделение работает. У нас все операции считаются плановые.
Но, конечно, при нарушении ритма, бывает и при тяжелых пороках как бы делается экстренная операция, особенно новорожденным. А вот сильно отличается, например, операция с младенцем, да, и со взрослым человеком? Конечно, отличие очень большое имеется во всех отношениях. Но и в плане как самого порока, у детей, конечно, это порок всегда бывает врожденный порок, а у взрослых, ввиду того, что они долго находились с этими пороками, у них очень бывает глубокие изменения и в других органах. Голову поднять. Вот так. У нас отделение кардиореанимации, это на 6 коек. У нас больные поступают после кардиохирургических операций. Это операция на сердце, на открытом сердце. Потом кардиологические больные поступают тоже с инфарктом миокарда в кардиореанимацию в тяжелом состоянии. И больные после ангиографических исследований, это стентирование делается сейчас. Это новая технология на сердце, на сосудах сердца, да? Тоже такие больные к нам поступают. У нас проходит здесь интенсивное лечение, проводится искусственная вентиляция легких, под контролем мы проводим лечение. Вот вчера была операция, протезирование митрального клапана, в условиях искусственного кровообращения. Значит, клапан пораженный был, митральный клапан. Поменяли. Значит, вчера операцию где-то после обеда закончили. Моторчик человека подремонтировали. Да, подремонтировали. Сердце работает под инотропной поддержкой. Это лекарство мы поддерживаем. И проводится интенсивная терапия. Больное сознание разговаривает. 6 суток нету, первый суток. Сделано 38 пересадок родственной почки. В основном плановые идут, редко экстренные больные поступают. Мы впервые последний раз оперировали по поводу камня, чашечек, множество камней, чашечек, почки левой. По статистике мочекаменной болезни страдает каждый 4-й больной. По данным ВОЗ и Россия совпадает. И по Якутии примерно такое же. Больных очень много. Но вопрос – это лечение мочекаменной болезни до конца не решенный. Мы только последствия. Причины не можем найти. Не зря говорят, что кто откроет причину и будет лечить полноценно, золотой бюст обещает. Но еще никто не получал в мире. А делали операции суперизвестные российские хирурги, как Лео Бакерия, Юрий Шевченко. Постоянно оперирует в кардиохирургии российский светило. Профессор Ким, крупнейший специалист в области коррекции врожденных пороков сердца у детей. Профессор Хабулава, главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа. Профессор Шахвердиев из военно-медицинской академии города Санкт-Петербург. Как сказал президент Путин, медицина должна быть доступной и высокотехнологичной. В республиканском медцентре открыт центр телемедицины. Теперь в консилиумах принимают участие авторитетные специалисты из ведущих научных медицинских центров России и даже зарубежных стран. Клинический центр, работа направлена на обеспечение доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи нашей республики и оказание организационно-методической и лечебно-практической помощи лечебно-практического учреждения республики. В настоящее время в клиническом центре входит 14 отделений, в том числе 6 специализированных хирургических отделений и 4 терапевтических отделения. В последние годы отмечается улучшение качественных показателей клинического центра. Это последнего поколения система магнитно-резонансной томографии. Система находится в настоящее время на завершении монтажа и ввода в эксплуатацию. Мы имеем возможность эксплуатировать аппарат первого поколения в течение 10 лет. Можно в себе представить, какой прогресс сейчас
эта методика направлена на доклиническую диагностику. То есть мы можем распознать, детально очень распознать болезнь до ее клинического применения. Вы видите самую совершенную медицинскую технику на Дальнем Востоке. Это сейчас мы воспринимаем как обычное дело, а началось все в далеком 1988 году. 22 августа было заключено соглашение о намерениях между Советом министров ЯССР и британской фирмой Микасет ЛТД о заключении контракта по строительству медицинского центра в городе Якутске. Было создано совместное советско-британское предприятие «Фарус», которое с Минздравом ЯССР привлекло австрийскую фирму «Поленский Цолнер». Фундамент, к слову, делали наши, Главякутстрой. Тем не менее, в народе долго еще звали медцентр австрийским. Надо сказать, что тогда же было принято решение строить и сервис-центр, аптеку, прачечные, патологоанатомическую службу. Так западный сервис незаметно вошел в нашу жизнь. А ведь это было, по крайней мере, революционное решение. Дирекция была организована. В то время, в 1990 году, первым директором стал Петр Николаевич Яковлев. В июле 1992 года стала работать поликлиника. С осени стали вводиться стационары. К весне 1993 года Якутский клинико-диагностический центр вышел на проектную мощность. Пока мы рассказывали о создании медцентра, Валентина уже добралась до директора педиатрического центра Людмилы Алексеевны Николаевой. Валентина решила узнать побольше о педиатрическом центре. Людмила Алексеевна, а сколько всего отделений в вашем центре? В нашем центре 312 коек и имеется 6 хирургических отделений и 8 соматических отделений. Имеется у нас приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации, отделение гравитационной хирургии крови и консультативная поликлиника на 300 посещений. Отделение реанимации новорожденных. Предназначено для оказания интенсивной помощи и реанимационной помощи новорожденным детям, рождающимся как в роддоме Национального центра медицины, так и в других роддомах города Якутска и Улусов. В нашем отделении лечатся дети с различной патологией. Каждое реанимационное место, койко-место, как видите, оборудовано необходимым медицинским инструментарием. Сюда входят как аппараты искусственной вентиляции легких, открытые реанимационные системы, это на которых дети у нас находятся сейчас, да? Ребенок лежит, и прикроватными мониторами жизненных функций, которые контролируют жизненно важные параметры круглосуточно в режиме реального времени. Кроме этого, для выхаживания недоношенных детей у нас используются такие кювезы, специальные инкубаторы, в которых поддерживается оптимальный температурный, звуковой режим, производится подача увлажненного кислорода, подогрев воздуха. Валентина уже в перинатальном центре. Понять, что значит это диковинное слово, поможет никто иной, как президент Путин. Как он сказал в прошлом году, самое главное у нас демография. А кто главный в этом процессе? Конечно, матери. И центр этот для них и малышей. Как вы видите, здесь самое современное оборудование, методы здесь новейшие. Не побоюсь повторить слова из книги про медцентр. В перинатальном центре широко используется гипербарическая оксигенация в лечении фетоплацентарной недостаточности, гистозов, экстрагенитальных заболеваний у беременных и разрабатывается ГБО при патологии периода новорожденности. Как вы сами убедились, Национальный центр медицины – это не только комплекс зданий, набитых самой современной техникой. Главное в любом деле – это люди. Мы чуть не забыли, ведь одна из главных особенностей медцентра заключается в его автономности. Здесь, невзирая на внешние условия, обеспечивают его автономность и бесперебойную работу сервис-служба, в которую входят отделение переливания крови, аптека, отделение физиотерапии и реабилитации, центральное стерилизационное отделение,
детская молочная кухня, пищеблок, отделение прачечной и дезинфекции, оперативный отдел, отдел снабжения и маркетинга. Все остальное – свет, тепло, вода, воздух – создают внутри гигантского комплекса, не забывайте, 96 250 квадратных метров, 270 работников технических служб. Сегодня Национальный центр медицины представляет собой сплав достижений медицинской технологии и наработанного за все годы здравоохранения Якутии опыта. В медцентре работают и одновременно ведут научные исследования 10 профессоров и 40 кандидатов медицинских наук. Около 50 сотрудников являются аспирантами и соискателями ученых степеней. Весомый вклад в будущее всей якутской медицины Центр вносит тем, что он является основной клинической базой для студентов медицинского института ЕГУ. Здесь проходят постдипломную практику врачи и средний медперсонал всей республики. Национальный проект здоровья, во-первых, она направлена на улучшение первичного звена, но в связи с тем, что некоторые больничные учреждения нашей республики не имеют лицензии, мы участвуем в проведении дополнительной диспансеризации работающего населения. Это создается в соответствии с договорами соцстраха и предприятиями районов. Следующее, по национальному проекту мы работаем по родовым сертификатам. У нас имеется родильное отделение, в которое поступают беременные, то есть роженицы. После родов вот этого родового сертификата за каждый род имеем по 5000, который идет на заработную плату дополнительно для работников родильного отделения, также для приобретения